принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, правила одни и цель одна. Сейчас мы находимся в детско-юношеской школе номер 1, где проходит городской чемпионат по баскетболу. Поподробнее нам расскажет главный судья, президент федерации. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, сколько команд? Ну, сегодня мы подводим итоги. Сейчас будет игра за 3-е место. Играет команда Куджа и Инфотех. Вот, это первая лига. По ходу года у нас была женская лига. 7 команд играли в круг в течение года. Вторая лига, 10 команд. Они уже отыграли, там уже все места распределены. Сегодня итог мы подводим первой лиги. Ну, вообще лидеры команд всегда имеются в каждой команде, которые больше всего очков забивают, лучше всех защищаются, лучше центровые. И вот на награждении в каждой лиге будет определен лучший центровой, лучший нападающий. Нападающий тут игрок, который забил больше всего очков, больше всего пользы в нападении принес команде. Ну и лучший защитник, который лучше всего защищался, лучше всех передач отдавал. В каждой лиге вот 3 человека будет определен. И еще дополнительно в каждой команде будет выявлен самый полезный игрок, который за весь год самую большую пользу принес команде. На следующий год в первой лиге уже будут у нас играть 10 команд, мы ее расширяем. Ну а во вторую лигу у нас должны влиться такие команды пригородов, как Паладина, Сайсары, хотят уже играть, Хатасы, Маган заявили желание, поэтому с каждым годом все команд все больше и больше. Ну, очень хорошая, потому что все-таки приятно, что команда «Заря» играет дома, и тем более, что вот наш Антон Кусов сегодня играет так. Он же очень много игр пропустил из-за травмы. Вот. И все-таки молодые уже, вот Афоня Федоров в 2 матчах играл, в том числе одну на выезд, домашний, и в обеих забил. Это уже очень хорошо. Вот. Я думаю, что «Заря» вполне может бороться за 3-е место. Вот. А миряны, конечно, я желаю, чтобы они обязательно победили. Они молодцы, особенно во втором тайме они как-то собираются, даже вот несмотря на проигрывать в первом тайме, они во втором тайме в целом игру они выигрывают. В общем, команда играет уверенно. Я думаю, что у нее будет успех.
17-й тур чемпионата России завершился в городе Якутске, где команда выступила очень неудачно, я считаю. Взяли всего 3 очка, проиграли команде Пермь сегодня в последний день, и первый день проиграли команду Глазова. Ну, президент сделает выводы, будем дальше работать, ничего не потеряно. Футбол такая штука, одни выигрывают, другие проигрывают, так что будем играть, стараться, работать дальше. Я думаю, из-за настроя команда настроилась, очень приличная команда Пермь на нас. Наши где-то недооценили команду, ну и игровая дисциплина совершенно отсутствовала у некоторых людей. Будем делать выводы, так что будем работать. Потому что на этом туре появились новые люди в команде, которые должны были команду усилить, и они наоборот ее ослабили. Ну, есть на это свои причины в команде, так что будем разбираться уже в команде. От городского округа мы выставили 2 команды. Ребята с большим желанием приняли участие. Ну, я думаю, что им было интересно, они не пожалели. Сами они об этом, наверное, скажут. Мы рады сегодня приветствовать в столь солнечный, замечательный день участников чемпионата по спортивному пейнтболу. Как только поступило предложение нам от Федерации пейнтбола Республики Саха-Якутия, с удовольствием мы это предложение приняли. Потому что действительно это интересно, это военно-патриотическое воспитание молодежи, и тем более сейчас в преддверии 9 мая, Дня Победы. Ну, по плану спортивных мероприятий, массовых мероприятий у нас проводятся раз в месяц какие-то действительно муниципальные соревнования по каким-то видам спорта. Есть общепоселковая спартакиада, «Резерв Победы» называется, она в апреле месяце проходит. Поэтому, в общем-то, соревнования мы стараемся и здесь проводить, и участвовать в чемпионатах республики. Пусть не всегда это получается, но стараемся, по крайней мере. Здравствуйте! Сейчас я проведу у вас технику безопасности перед соревнованием. Кто-нибудь играл в пейнтбол? Да! Отлично. В Counter-Strike играли? Да! Здесь немного все по-другому. Первое правило. Ни в коем случае на игровом поле не снимаем маски. Понравился ли вам республиканский турнир за Кубок молодежи? Очень понравился. Было 10 команд, это большое количество. Собрались, как играли, много азарта было, много драйва. Тут было даже не пробиться, тут очень много народу было, зрителей, которые поддерживали. Ребята играли отлично, было интересно было смотреть. Вот нужно побывать, вот на таких часто нужно проводить вот такие вот мероприятия. Вот спасибо, конечно, программе «Мой спорт» за то, что они именно поддерживают молодежь. Все-таки дети — это наше будущее, и, конечно, это большое уважение к вам. Я, насколько знаю, что участвовала ваша команда, да? И она проиграла. Почему, хотелось бы узнать? Ну, наша команда проиграла. Ну, не было подготовки, во-первых. И, во-вторых, то, что команды были очень сильные. Конечно, наши без подготовки, без ничего, просто собрали команду и из-за этого проиграли. Ну, конечно, жалко, но все равно
кто первое место занял, первое, второе, третье, ну, им, конечно, поздравляю. Короче, были казусы, то, что снимали маски во время боя, то бишь из этого мы их как бы штрафовали, дисквалифицировали, туда-сюда. Ну, конечно, были нестыковки, ну, в принципе, ничего страшного. Ну, судья решил, все, с ним уже не поспоришь. Молодежь, кстати, сейчас, да, молодежь, ну, как сказать, она развивается, ну, более опытные игроки, получается, да, вот, допустим, даже смотришь, вот они боевики там туда-сюда по телевизору смотрят, да, вот. Ну, даже приходят первый раз, когда играть. Ну, бывает то, что они, конечно, чуть-чуть сдают, туда-сюда, когда уже на второй раз приходят, они уже более-менее уже подтянутые, то бишь, как бы уже более игравшие, то бишь уже более опыта набирается. Ну, мне даже, если честно, мне даже с ними страшно играть. Мы провели республиканский турнир на Кубок молодежи по спортивному пейнтболу. Все нормально, хорошо прошло. Команды играли по 3 игры, и по общему зачету мы выявили 1, 2, 3 места. Но за 3-е место пришлось повторно играть, потому что команды заняли одинаковое очко. Всего участвовало 10 команд, из них 2 команды были из Жатая. Второй Кубок молодежи по спортивному пейнтболу мы проведем осенью уже, ближе. То есть в этом году будет, да? Да, в этом году к сентябрю проведем. Ближе к осени, к сентябрю, короче. Отдельное спасибо за поддержку Министерства спорта Республики Саха-Якутия, Управлению спорта города Якутска и нашим постоянным партнерам сети магазинов «Старком». Болеешь за развитие спорта в Якутии? Прими участие в благотворительной лотерее «Дети Азии». Призовой фонд 15 миллионов рублей. Вырученные средства будут направлены на поддержку детского спорта и на проведение игр «Дети Азии». Купи билет, поддержи юных спортсменов республики и выиграй квартиру. Проблемы на работе? Выплесни эмоции. Пейнтбольный клуб «Комбат». Звони 755 880, заходи на сайт combat.ekt.ru.